Как показывает статистика последних нескольких месяцев, в каждом втором случае дорожно-транспортного происшествия вызов сотрудников ДПС вовсе не требуется. Водители в состоянии решить эту проблему с помощью Европротокола. Правда, как показал опрос, большинство знает, что это такое, но не спешат этим воспользоваться. Вы знаете, что это Европротокол? Сразу так не пугайте. Вообще? Вообще. Вообще не в курсе даже? Евроремонт только. По сути, Европротокол – заключение при ДТП, совершили ДТП, получается, без вызова сотрудников ГАИ, оформляется все это для страховой компании, все документы подготавливаются, поменьше волокиты становится. Европротокол, это когда оформляется ДТП без участия сотрудников ГАИ. То есть по обоюдному согласию. Если противоречий между водителями нету, это Европротокол, по моему пониманию. Европротокол – это извещение о дорожно-транспортном происшествии, которое самостоятельно оформляется участниками ДТП для обозначения факта аварии и не требует присутствия сотрудников госавтоинспекции. Оформление ДТП с помощью Европротокола экономит время и позволяет разрешить ситуацию на месте, не создавая дорожных заторов и затруднений для движения автомобилей. Заполняя бумаги, участники аварии подтверждают свое согласие с определением виновных и пострадавших и, соответственно, с правом пострадавшей стороны на получение страховой выплаты. Самое главное условие – нанесенный ущерб не должен превышать 50 тысяч рублей. Если в дорожно-транспортном происшествии участвовали два транспортных средства, гражданская ответственность владельцев которых застрахована и вред причинен только этим транспортным средствам, и обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением этих транспортных средств в результате ДТП не вызывает разногласия участников, мы предлагаем оформить документы о ДТП самостоятельно, без участия уполномоченных на то сотрудников полиции. После заполнения Европротокола участникам ДТП необходимо зафиксировать все детали аварии на фотокамеру и записать контактные данные очевидцев. В заполненном извещении по факту дорожно-транспортного происшествия должны быть указаны все повреждения. Затем в течение 5 дней пострадавшая сторона отправляет свой экземпляр в страховую компанию с заявлением о получении денежного возмещения или о проведении оплачиваемого ремонта. По закону страховые компании при наличии всех документов обязаны выплатить компенсацию. Лиана Кириллова, Гуль Хамитова, Али Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.